Работать с девочками сложнее. Ходят на тренировки, все замечательно, пока вдруг родители не запретят тренироваться. Их увлечение не разделяют многие родители и учителя в школе. Говорят, где это видано, чтобы девочки боролись? Столько девочек так забросили спорт. Сейчас больше тех, кто одобряет женскую борьбу. Все видят успехи наших девушек. На Кубке мира по вольной борьбе 1 медаль среди парней, а у девушек 3. 2 медали из них золотые. Они выросли в этом селе. Моя дочь Мирим все детство провела здесь. В Бишкек только ездила на время. Они многократные призеры молодежных чемпионатов по борьбе. В декабре Мирим завоевала золото, а Айпери добилась бронзы. То, что 2 девушки из маленького села стали призерами Кубка мира, радует не только меня, но и весь кыргызский народ. Вот эта комната площадью 9 на 5. Там еще 2 комнаты, раздевалка. Здесь не было диванов, только сплошной мат. Жили на 2-м, 3-м этаже. Сейчас тоже остаются здесь, сколько родители позволят. Перед большими турнирами неделю живут здесь. Девочки здесь с характером. Тихони, наверное, и бороться не смогут. Если что-то спросить, они отвечают четко. Я не слежу за тем, как дочки борются, боюсь за них, переживаю. Борются 6 минут, а кажется, что все 6 часов. Так долго это длится для меня. Был вынужден отдалиться от тренерства и заняться фермерством. Ведь на тренерскую зарплату не то что команду борцов содержать, собственную семью прокормить невозможно.